В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Пострадавший в результате стрельбы в Айхале мужчина находится в тяжелом состоянии. Между тем, розыск стрелка продолжается. На ледовой переправе Хатас-Павловск увеличена грузоподъемность. Зимник теперь может принять машины до 10 тонн. А в московском экспоцентре в рамках Дней Дальнего Востока разыграли путевки в Якутию и другие регионы макрорегиона. Следователи Мирнинского отдела возбудили уголовное дело по факту стрельбы и получения жителям поселка Айхал огнестрельных ранений. Накануне неизвестный мужчина, зайдя в магазин автотоваров, выстрелил в продавца. Раненого доставили в больницу поселка Айхал. Врачи провели операцию. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Состояние оценивается врачами как тяжелое. Из магазина ничего не похищено, расследование продолжается. Раненый мужчина был доставлен в больницу города Айхал с огнестрельными ранениями, где ему была оказана экстренная медицинская помощь в условиях Айхальской больницы. Медики выполнили операцию. Пациент находится в реанимационном отделении. Состояние оценивается врачами как тяжелое. Росприроднадзор оценил ущерб рекам Сисим и Сейба от деятельности компании Сисим более чем в 360 миллионов рублей. Напомню, что дамбы предприятия прорвало 19 октября на юге Красноярского края, что привело к гибели людей. Волна, которая прорвала дамбу, достигла в высоту 4-5 метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в следкоме страны, в результате прорыва были разрушены 5 дамб. Все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило 2 общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека, погибли 17 человек и 3 пропали без вести. В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году. Ими стали сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода. По данным ведомства, природные пожары также часто возникали из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в результате неконтролируемых выжиганий сухой растительности вблизи лесных массивов. Главные очаги лесных пожаров были отмечены в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На ледовой переправе Хатас-Павловск увеличена грузоподъемность. Как сообщает Минтранс региона, теперь она составляет 10 тонн. Ориентировочное открытие переправы для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн состоится 20 декабря, до 30 тонн 28 декабря и до 40 тонн 6 февраля 2020 года. С рабочим визитом в Якутию прибыл министр науки и высшего образования России Михаил Костюков. С участием главы региона Эссена Николаева состоится ряд мероприятий. Рабочая командировка министра началась со встречи с учеными в Федеральном исследовательском центре Сибирского отделения РАН. Согласно нацпроекту «Наука» необходимо выстроить совместную работу научных организаций, высших учебных заведений и компаний в областях действительно важных для развития региона. Далее в культурном центре «Сергелякские огни» прошла встреча с молодыми учеными и студентами вузов. Мы в университете, мы обсуждаем те вопросы, которые касаются каждого здесь сидящих. Это ваши базовые знания. Это умение этими знаниями распоряжаться для решения практических задач. Это ваша готовность, ваша возможность собираться в команды, собираться в группы для решения сложных задач, междисциплинарных задач, возможно. И это в центре ваша личная ответственность. Также Михаил Костюков посетил музей Мамонта Северо-Восточного федерального университета. В планах и приезд в Институт мерзлотоведения. Там он осмотрит подземную лабораторию изучения вечной мерзлоты, лабораторию общей геокриологии и опытный гараж с применением энергосберегающей технологии. Также Михаил Костюков и Айсен Николаев побывают в Арктическом государственном институте культуры и искусств.
На базе детского технопарка «Кванториум» сегодня завершился регионально-отборочный этап 5-й Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Его провели Дворец детского творчества совместно с Ассоциацией внедрения инноваций в сфере 3D-образования города Санкт-Петербурга. И на региональный этап прошли 41 учащийся из 5 муниципальных образований – Якутска, Минино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского и Хангаласского районов. В рамках олимпиады участникам необходимо было выполнить проектное задание. Школьники 3D Pro поговорили о колонизации Марса и всех тех трудностях, которые предстоит решить человечеству, прежде чем мечта фантастов станет осуществимой, и создали функциональный прототип марсохода. А участники 3D Art прочитали сказку о царе Салтане и проиллюстрировали понравившуюся сцену. «Счастье в каждый дом». Акция под таким названием прошла в столице региона. Волонтерское движение «Помоги выжить» организовало новогоднюю ярмарку по пристрою бездомных животных. Каждый желающий мог выбрать себе домашнего питомца, проконсультироваться по вопросам стерилизации, вакцинации и всего, что связано с их содержанием. Также специально для посетителей провели розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия. Сегодня у нас кошки и несколько щенков. Вот один уже у нас нашел своих хозяев, 3 кошек сегодня также нашли своих хозяев, ну а остальные вот пока ждут. На данный момент на нашей ярмарке все животные привиты, кастрированы, стерилизованы, то есть они полностью готовы для отдачи в семью. Как бы у таких животных более... То есть готовы взять, чем нежели там, которых только что вот вчера принесли с улицы, потому что, люди тоже понимают, что, возможно, животное там болеет чем-то или еще что-то. Наши животные абсолютно здоровы. Наши животные готовы уже найти свою семью. Между тем, в московском экспоцентре в рамках Дней Дальнего Востока разыграли путевки в Якутию и другие регионы макрорегиона. Участникам надо было зарегистрироваться на сайте квеста, ответить на ряд вопросов и уже на месте в экспоцентре выполнять различные задания. 12 декабря была определена первая тройка победителей, которые получили возможность посетить Сахалин, Амурскую область и Бурятию. Во второй день фестиваля разыгрывались путевки в Приморский край, Магаданскую область и Якутию. В ходе довольно ожесточенного соревнования возможность посетить национальный праздник Исэх и уникальный природный парк Ленские столбы удалось победителю и человеку, взявшему 3-е место. Фестиваль для детей и юношей «Настроение» проходит в эти дни в Якутске. В ходе мероприятия ребятам представится возможность посетить мастер-классы титулованных спортсменов, мастеров боевых искусств по киокусинкай, кикбоксингу, тэквондо и самбо-дзюдо. Организатором стала компания «Алроса». Двухдневные мастер-классы и открытые уроки, которые в спорткомплексе «Дахсун» проведут гости столицы, титулованные чемпионы. До Якутска мастера спорта успели провести занятия и открытые уроки для школьников в Мирном, Удачном и Айхале. Сегодня мы пригласили чемпионов России, чемпионов мира для того, чтобы они нашим детям могли продемонстрировать мастер-класс в течение 2 дней. И в течение этих 2 дней будут принимать участие более 400 детей. Это из города Якутска, из близлежащих районов, из семей, многодетных семей, из детских домов. По прогнозам синоптиков, на предстоящих выходных в Мирном ожидается аномальное потепление. Температура воздуха повысится до -6 градусов. В связи с этим наша съемочная группа решила узнать о том, где и как можно провести активный семейный отдых. Об этом узнаем у моей коллеги Марфирины Алексеевой. Нельзя не воспользоваться таким редким для Якутии потеплением. У горожан наконец появилась потрясающая возможность провести активные выходные на горнолыжной базе «Алмазная долина». База находится всего в 10 километров от города, но, очутившись на месте, так и не подумаешь, прекрасный первозданный пейзаж переносит далеко в горы. Спортивно-оздоровительный комплекс «Алмазная долина» работает все дни недели, кроме понедельника и вторника. На выходных рабочие часы увеличиваются с 10 утра до 7 вечера. Развлечения по душе здесь найдется всем без исключения. Комплекс предусматривает такие услуги, как прокат сноубордов, горных лыж, детских снегоходов и надувных тюбингов, в народе называемых «ватрушки». Также вскоре появится прокат беговых лыж. Крайние 3-4 года уже молодежь делает акцент на сноуборд, то есть им по душе более этот вид спорта, нежели уже горные лыжи. Горные лыжи предпочитает взрослое население. Длина горнолыжной трассы составляет более 400 метров.
Также есть невысокий детский склон. Средний чек, рассчитанный на 4-часовое катание на сноуборде и лыжах для взрослого человека, составляет около 2000 рублей. Детский ровно наполовину меньше. Но существует и бюджетный вариант, ведь покататься с горки можно и на своих приспособлениях. Для безопасного катания отдыхающих трассу расчищают и подготавливают ежедневно. Успели проделать необходимую работу и заготовить искусственный снег. Вы видели склоны, это все сделано на 90% из искусственного снега. Для поддержания склонов проводятся работы на так называемых ротраках, снегоуплотнительные машины, которые выравнивают, уплотняют, фрезеруют снег. С разрешения администратора на территории комплекса можно воспользоваться мангалом и барбекю. Также посетители могут принести еду с собой. Для этого отведено теплое помещение, точка питания. С января следующего года будут предоставляться услуги инструкторов. Они будут обучать всех желающих кататься на сноуборде и горных лыжах. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В аэропорту Вильнюса появилась новогодняя ель из изъятых на досмотре предметов. Ножницы, ножи, патроны, зажигалки и даже игрушечные пистолеты. Как таможенникам пришла в голову такая, мягко говоря, необычная идея новогодной елки, узнаем у Артема Сторонова. К этой елочке детей лучше близко не подпускать, можно легко пораниться. 1,5-метровое дерево, сделанное из почти 200 ножниц и украшенное боевыми патронами, появилось на этой неделе в аэропорту Вильнюса. По словам службы безопасности, это не просто елка, а послание пассажирам. Ведь при создании и украшении дерева использовались только предметы, которые нельзя брать с собой на борт самолета. Наше главное послание здесь заключается в том, что это все запрещенные предметы, которые мы чаще всего находим в ручной кладе. Тут ножи, отвертки, другие острые предметы и инструменты. Здесь туристические ножи, кухонные и даже те, что используют на стройках. Верхушку венчает звезда, сделанная из ножей для нарезки сыра. Это дерево – напоминание о том, что на борт нельзя брать острые предметы с лезвием длиннее 6 сантиметров. Также тут есть зажигалки и игрушечные пистолеты. Они тоже запрещены. Пассажиры, вылетающие из аэропорта литовской столицы, смогут сделать селфи с острой елочкой до Нового года. Но для тех, кому больше по нраву традиционная рождественская ель, в главном зале стоит полноразмерное сверкающее дерево. И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.